Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие мусульмане, сегодняшняя наша тема наиважнейшая. Это воспитание души. Рух, душа, это удивительное создание Аллаха, о котором мы мало знаем. Мы знаем, что это тело, которое неосязаемое, и оно невидимо для глаза, и мы его не вообразим. Но оно, нет сомнения, имеет начало, но не имеет конца. Аллах – создатель душ человека. И сказано, что все души сыновей Адама и дочерей Адама, они были выведены из его спины по сегодняшний день души и до конца этого мира и света. Все люди, которые будут еще появляться, умирать, уходить из жизни, их души были все выведены из спины Адама, алейхиссалям. И сказано, что был задан вопрос от Всевышнего им, это называется Йоуму Аляст, день присяги, день, когда все души засвидетельствовали единственность Всевышнего Аллаха и то, что у него нету соучастника и подобия. И Аллах Всевышний в Коране об этом говорит, и в хадисах сказано пророка, алейхиссалату вассалам, был задан вопрос душам «Алясту би раббикум», «Разве не я ваш Господь?» Все души, без исключения, засвидетельствовали и сказали: «Баля, конечно, нет сомнения». То есть все души были верующие. И даже души тех, которые отрицали Создателя, атеизм коммунизма, при царской, например, России или же правления, во все времена, даже Фир'аун, который говорил, что он сам является Богом, валь-аяду билля, все эти души, они засвидетельствовали, что есть единственный Создатель, у которого нет соучастника и нет ничего равного и подобного ему. Но потом посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, объясняет и говорит: «Куллю маулудин», каждый рождаемый ребенок, юладу аля фитра, появляется на той чистоте веры, на той чистоте уверования этих душ и свидетельства этих душ, без единого неверия, ширка или же куфра, какого-либо неверия у них не было. Но когда этот ребенок, он уже вселяется по воле Аллаха в тело утробе матери, вот тут эта душа забывает ту присягу, которую дала. И тогда ребенок появляется на свет, тогда уже сказано после этого, что из них родители сделают из ребенка, или же иудея, или христианина, или же маджуса, огнепоклонника, язычника, или же верующий человек, который уверовал в Всевышнего Аллаха, признал всех пророков, алейхиссалям, и Аллах дает той душе, которая вселена была в тело, именно то же понимание, что та присяга была сделана этой душой. Иначе эта душа, она предательски предает ту присягу, которую дала, и она уже взращивается на каких-либо убеждениях, которые противоречат истинным убеждениям. Значит, мы должны верить и понимать без сомнения, что в этом теле и в каждом теле человека существует неосязаемое создание, называется рух, душа, или, как говорят, дух по-русски. То, как известно, вот это физическое тело, которое мы сейчас ощущаем, оно осязаемое, мы его чувствуем, а в нем есть и душа, которая неосязаемая, но тоже тело. И сегодня мы должны понимать, что человек, каждый человек, у него идет величайшее сражение, борьба и война между телом и духом. То победит тот, который это понял, осознал, уверовал и знает, и воспитывает дух, а не взращивает просто тело. И истинной целью всех пророков, алейхиссалям, и всех аулия, это было воспитание духа, души, это воспитание именно правильных убеждений в сердце, утверждение их. И если человек смог вперед поставить душу, а не обычное свое физическое тело, которое он сегодня взращивает или вскармливает, все, что попадется, и все желания, страсти, которые тело требует, за этим следует,
он этим самым предает свою душу. А нам нужно, чтобы была впереди душа, а вот это тело, которое мы сейчас ощущаем и видим, оно шло за этой душой. Поэтому великие аулия, они говорили, мы воспитываем дух и душу чем? Голодом, трудностями, испытаниями, культурой, нравственностью. То есть убивали в себе всякие амбиции, просто уничтожали в себе гордость, зависть, высокомерие, злобу, воспитывали дух и душу, и поэтому у них был успех. А когда человек воспитывает лишь вот это тело, все дает ему, все, что он просит, еду, деньги, страсти, все, что он попросит, быстро бежит и делает, этим самым он не дает продвигаться и не дает развиваться своей душе. Но ведь это тело, которое мы видим, оно умрет, когда душа выйдет из этого тела, а душа будет вечна. Душа не умирает, умирает вот это тело. Поэтому необходимо нам выдвигать вперед душу. Как это сделать? Конечно же, в первую очередь, это религиозные знания, это знать, правильно понимать, верить и не забывать. В Коране Аллах в суре Аль-Му'минун, сура Аль-Му'минун означает полноценные верующие, говорит, кто такие полноценные верующие, описывает их и говорит в следующих аятах в этой суре: «Аста'иду биллах, кулли манил арду ва ман фиха». Скажи, о Мухаммад, этим людям, чья это земля и те, кто на ней, и все, что на ней. «Ин кунтум та'ламун», если вы знаете. «Саякулуна лиллах», сказано, они скажут все Аллаха. Потом Аллах говорит: «Куль афаля тазаккарун», тогда почему вы меня не упоминаете и забываете обо мне? Если вы это знаете, понимаете и верите, почему забываете? В следующем аяте, в этой же суре, Аллах говорит: «Куль», скажи им, «Мар раббу самавати саб'и, ва раббу аль-арши аль-азим». Скажи им, о Мухаммад, кто величайший, кто величественный своими сифатами, именами, Господь семи небес и великого аль-арша. «Саякулуна лиллах», они скажут Аллаха. Он Господь, и все это Его. 7 небес, 7 земель, аль-арш, все, что на них, под ними, между ними, все это Аллаха. Потом Аллах говорит: «Афаля таттакун», так почему вы не боитесь? Разве вы не боитесь меня? Почему вы не боитесь? Разве вы это знаете? В последующих аятах Аллах говорит: «Куль ман биядихи малакуту кулли шай'и ва хува юджиру ва ла юджару алейх». Скажи им, о Мухаммад, в чьей власти 7 небес, 7 земель, аль-арш, рай, ад и все, что на земле, под ними, над ними, и в земле, и над землей, все абсолютно. В чьей это власти, и кто всем этим управляет, и кто создает эти действия, всем этим движет, а над ним нету того, кто движет Аллахом. Потому что Аллах сам, Он не тело, Он не движение, Он не имеет начала, конец. Он вечен без начала, без конца. «Ин кунтум та'ламун», если вы знаете, «Саякулуна лиллах», сказано, они тут же опять же скажут Аллаха все это. Он создатель всего, Он властелин всего. Потом Аллах Всевышний говорит: «Куль», скажи, о Мухаммад, им, «Фаанна тусхарун». Так почему же вы не поражаетесь, не удивляетесь всему этому? Аллаху Акбар. Вот так вот Аллах нас пробуждает, чтобы мы очнулись, пробудились, чтобы мы не спали. Дает нам знать, что нам нужно делать. Значит, просто знать и верить, и правильно понимать не будет достаточным для полноценной веры. Надо также что делать? Не забывать, поражаться, удивляться и бояться Всевышнего Аллаха. Любя Аллаха, надо Его и бояться тоже. Бояться Его наказания, бояться ослушаться Его. Дорогие мусульмане, ученые ислама говорят,
Никогда человек не станет из благочестивых, из больших богобоязных людей, пока он не воспитает как нужно свое сердце и свою душу. Как это сделать? Естественно, вырвать из сердца любовь к дунья, вырвать из сердца страсти к этому мирскому, вырвать из сердца наслаждение и положить туда любовь, в первую очередь, к Аллаху, к Его пророку, к Корану, к ахиро, вечной жизни. Это надо просить у Всевышнего, к этому надо стремиться. Это, конечно, нелегко. Ведь аль-джанна галия, рай – это драгоценнейшее, богатейшее, это очень дорогое место. Рай – это место, которое нужно заслужить. Его не купить за мирское, за деньги, за доллары, за рубли, за нефть, за что-либо другое. Рай не купить. Имеется в виду, нет такой сделки с ангелом или какой-бы другой путь денежной сделки. Понятное дело, если человек делает садака, вкладывает все, что у него есть в развитие ислама, уммы и тому подобное, это другой вопрос. Но просто так, как мы сегодня покупаем, продаем для того, чтобы насладиться, рай не купить. Рай можно заслужить только таким образом, сражаясь против вот этого тела эго и выдвигая вперед, развивая, воспитывая душу. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, когда они после победы над язычниками в Табуке, это было тяжелейшее сражение, возвращались домой с трофеями, довольные, радостные, идут к своей семье. Любой воин был бы счастлив и рад, он возвращается с трофеями, с победами, величайшей победой, с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалам, домой. Посланник Аллаха им что сказал? «Аль-ан нарджи' иля джихад аль-акбар». Теперь мы возвращаемся к еще большему джихаду, самому великому джихаду. Они спросили у посланника Аллаха, это что за джихад величайший, чем это? Он сказал, это мухаррабатун нафс. Это сражаться своим нафсом, это сражаться своим эго, это сражаться своими амбициями, это сражаться страстями наших тел. Это и есть самая величайшая война, дорогие мусульмане. Поэтому я призываю в первую очередь себя, потом вас. Научитесь чувствовать и научитесь отличать душу и тело. И прислушивайтесь к душе, а не к телу. Тогда у нас будет успех. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.